Западный край, пастухов цунами, не будет над нами, и народ конюшиною не накормить, а погода жива, и яще будешь жить, сколько б вы не стирали, я ем кипсюрами. Спи, пи горелку, гуляй, северо-западный край. И смахаться шуками. Будем семки лускать и гонять комаров. Будем песни спевать для червоных панов. А все родное свищем своими руками. Спи, пи горелку, гуляй. Северо-западный край. Зараз слово представляется старшине Могилевской областной организации Белорусского народного фронта Федорову Анатолию Федоровичу.
Шановні сябри, поважані могилівчані, щиро віншую вас з цим світлим святом. Жадаю вам щастя, добробиту, успіхів, володичення. І це є саме головне, це повинен зрозуміти кожен. Ворогу нам не перемогти. Я не можу часово мешать нам отбудовывать свою державу. Они часово могут мешать отбудовать нам свою экономику. Они часово могут помешать нашему народу усвідомить себе як народ, усвідомить свою історію і свою культуру. Але за ими нема будучини. Братья и сестры, сегодня каждый из вас, независимо от того, какой деятельностью он занимается, независимо от того, какой пост занимает, какими располагает доходами, не может чувствовать себя счастливым в этой стране. Потому что нельзя себя чувствовать счастливым в изнасилованной и униженной стране. Сегодня нельзя чувствовать себя счастливым, тиснувшись в переполненный троллейбус, и зная о том, что на остановке стала стоять больная старушка. Нельзя чувствовать себя счастливым в очереди за молоком, когда тебе досталась последняя бутылка, а сзади за тобой стоит ребенок в пустой авоськой. Нельзя чувствовать себя счастливым в стране, где пропадают без вести видные политические деятели. Здесь садят в тюрьмы министров, директоров предприятий, председателей колхозов. Здесь ни за что ни про что могут уволить и без того нищего рабочего. Чтобы всего этого нам избавиться, в этом году у нас есть Не хватить всім сказати, що Міністерство нічого не потребувалося. Усі гроші ми могли знайти самі. А ті, хто не потребувалося дозволу. Не дозволили. Навіть математики на білоруській мові бояться. Говорять, нібито не прийдуть діти. Ми провели таку олімпіаду в Могилеві на обласному рівні вже 2 рази. Діти приходять, діти ведають мову, діти хочуть на ній виконувати навіть математичні завдання. Хочуть, але от у Могилеві дозволили, а у Менську не дозволили. У нас у Беларусі не існує дагэтуль ні одної вищої навчальної установи белорусскомовної. І товариство белорусской мови змагається за те, як перший такий університет белорусскомовний був відкритий. Уже собрали по Беларусі, дають можливість відкрити один тільки белорусскомовний клас. Діти є, наставники є. Треба знайти тільки помешкання. Не знаходяться. Ми говоримо, добре, ви самі знаєте помешкання, дайте тільки дозвол. Не дають дозвол. Не дають. Правда, як можна назвати тих людей, які не дають людям говорити народною мовою? Я думаю, що
ценности, когда мы того хочем. А мы того хочем, потому что мы избираемся, мы вживаем что-то, мы начинаем разуметь, что покуль мы не выйдем на улицу, покуль мы не покажем то, что мы хотим, не скажем, что мы потребуем, Нету Сталина! Поэтому науку. Даже великий объект становится правительством 5-го. Две Беларусь. Я не хочу, как бы этой осенью, за их протест. Но если предприниматели дальше будут бояться политики, если рабочие будут бояться политики, то нас по одному нас всех передушат со временем. Не будет рабочих, не будет предпринимателей. Не будет предпринимателей, не будет рабочих. Все, большинство из нас, и органы власти, и органы представителей наших внутренних дел одеваются на рынках, предприниматели их одевают. Но государству все мало. Государство хочет забрать последнее. Покончить с таким независимым классом, как предприниматели. Покончить с любым независимым классом и с любой независимой республикой, с независимыми людьми. Живи Беларусь! Добрый день, друзья. Я не отношусь ни к какой из партий, которые здесь присутствуют, не организованы. Я просто посторонний рабочий человек. Я бы вам хотел сказать одно. Мы ваши эти жесты вот все обсуждаем. И мне хотелось прийти и посмотреть, кто здесь, как здесь. И я пришел, посмотрел. И когда я увидел здесь одного молодого парня, молодого, который работает у нас, он такой нет работал. И я понял, здесь это наши дети, быстро, наши, рабочие, что происходит материальные сцены. И скажу, будете вы и будет жить народ. Я прожил, скажу вам, я вышел, потому у меня трясется. В это время, при этой власти, умерла моя мать. Моих детей со школы привозили, сознание теряли. Я последние деньги на лекарства отдавал. Моя семья чуть ли не разрушилась. Я говорю, это волнение. Ребята, своих вывозите сюда отцов, матерей. Вот тогда будет. Вас называют отморозки, но вы люди. Спасибо вам. это непонятно никому. Ну, пускай работает, это все нормально. Свободы не было и нет. Вы получаете по $1 в день. Это всем известно. Вам не дают работать. Тоже всем известно. Если ты начинаешь какое-то дело, ты приходишь на завод. Тебе говорят, коммерческая структура получает на 30% дороже, чем госструктура. В общем, слов нету. И говорит, просто больше. Все. Шановний Могилевич, я хочу нагадать, что наш добробыт залежит только не от нас. Чем более... Не, ну они неправильно Пойду еще раз не забьюсь. Не. Давайте, значить, ми так зробимо, як ми домовлялись. Зараз ще одна пісня проспіває перед вами, у нас ще є 30 хвилин. Постухов Павел, а потім, значить, ми протягнемо на... Гэтые хлопцы что они там будут? В связи с этим я хотел проспевать вам песню, яка присвящається гостям Белорусской Народной Республики. Брати ліцевіни білоруси, країна мати кліше нас,
Сидя под гнетом, под примусом, нахабный гади овца, я естествую волю души. Блакитный божий гребешок, взял путь, летит тут сходу рушить, роет двухголовых рукашов, роет двухголовых рукашов. Культуры нашей мовы суды и хвастуют, ганьбят и плюют, а домотканые иуды, да их подручными идут, и празднуют снова кривавые люшки, а лехай ведают яны, что мы Тадеуша Костюшки, мы Калиновского сыны, мы Калиновского сыны. Помним Грузвальд и отвагу, ты кто родиму ратовал, и крыжаков зверину праху, великий Витов поховал, и борший крич в гарматном крови, и переможная ула, и меж отростка гадаем мы, летить катки шастрова, летить катки шастрова. И 18-м на всходе лошадом шерится, як зверь. Понес короны наш народе, рванулся от рабства в БНР. Расте, летит по Беларуси, наш рук безвольный, рук святый. И нас ведут святые души, повстання слуцкого браты, повстання слуцкого браты. Ой, на Беларусь, браты, повстанем, брат несмерший, не поможет нам Иисус. У нашей стране наисвятейшей, и первоможная Беларусь, и первоможная Беларусь. Тому я запрошую всіх, хто жадає вище і сказати своє слово. Я хочу поблагодарить представителей горосполкома от имени организаторов митинга. Они у нас здесь присутствуют. Спасибо, что они поддерживают нас, посещают такие наши мероприятия. Но может у них есть пару слов сказать что-нибудь людям, когда мы будем уже ходить по проспекту Мира, шествиями, когда мы будем устраивать митинги на площади. На митинге, когда присутствовал Лукашенко 31 марта 95 года, обещали разобраться с Коноплем 7 раз. Кричали меня в школе, а потом наконец выставил меня за дверь, угостил меня вином. Слушайте, потом я все-таки добилась, чтобы меня понял прокурор области. Я обратилась в Дудкина, пошла в прошлом году, на День незалежности сижу, ожидаю приема, а он вызвал ОМОНовца, и мне надели наручники. Вот такая у нас сегодня власть, пока будут нас местные бюрократы руководить, значит, мы не добьемся никакой правды. Давайте бороться все за незалежность нашей Белорусской Республики. Спасибо за внимание. Молодец, молодец, правильно, правильно. Сейчас задерживает любого человека, можете избить его и остаться, так сказать, невиновным. Ну, идет конфронтация и к войне Третьей мировой, я так считаю. Потому что он восхищался поступками и правлением Гитлера, как неизвестно. Я его считаю, в общем-то, фашистским наемником, и его поддерживаю. Хотел бы честно сказать для дома для души, знать, что не стоит, что нас не любит. А нас не любит для дома. Народной Республики. Лес за все, я скажу, песни Шматовой ведаете, а лес, іншие песни лес просто не скажешь, песня называется «Северо-западный край».
Встреча погоня, до встречи наш стяг. Так недовго душі вона з нами лунали, як усім сподарам, що вас тихо продали, так і не потримавши ніколи в руках. І горелку гуляєш, севера, западний край. Ви пробачте, дяди, що все разом отдали. Знов червоные божи стервятся в наш дом. Только то, что продали, все одно пронесем. Сколько брудными ботами нас не топтали. Спи, и горелку гуляй. С севера, западный край. Пастухов с петунами не будет над нами. И народ конюшиною не накормить, а погоня жива и яще будешь жить. Сколько б вы не стирали, я е вечерами. Спи, пи горелку, гуляй. Севера, западный край. Сажать и змагаться шухами. Будем семки лускать и гонять комаров. Будем песни спевать для червоных панов. А все родное снищем своими руками. Спи, пи горелку, гуляй. Северо-западный край. Уважаемые могилевчане, щиро віншую вас з цим світлим святом. Жадаю вам щастя, добробиту, поспіхів во всім, що буде в вашому житті. Я впевнений, що тут зібралися ліпші люди Могилева. Не все, может, смогли сегодня прийти по разным обставинам, а не то, что вы тут, свідчить про те, що батьківщина буде у любой ситуації оборонена. То есть люди, які готові постояти за її незалежність, не глядячи на владу, на цей терор, який сьогодні відбувається по відношенням до нашої білоруської культури, до наших патріотичних сил. І покуль ми є, Білорусь буде жити. Будемо жити ми. Покуль є хоч один білорус, який змагається за її незалежність, у Білорусі буде будучиня. І це є саме головне, це повинен зрозуміти кожен. Ворогу нам не перемогти. Я не можу часово мешать нам отбудовувати свою державу. Вони часово можуть мешать отбудовувати нам свою економіку. Вони часово можуть помешать нашему народу усвідомити себе як народ, усвідомити свою історію і свою культуру. Але за ними нема будучині. Потому что они манкурты, потому что они не люди, потому что у них нема ничего человеча, потому что у них нема сумления, у них нема гонору, у этих людей. Уся Європа, увесь цивілізований світ сьогодні живе уже по іншим законам, по законам чоловічої моралі, по законам християнських і демократичних коштовностей. Свет меняется вельми худко, динамично. Это не початок веку, это не середина века. И незалежность, воля, демократия непозбежны. И они будут худко. Конечно, вельми тяжко воспринимать ту речовісність, яка сьогодні є. Тяжко набратися терпіння, тяжко набратися волі. Але це треба зробити. Ми кожен з нас повинен стати людьми.
Людьми зваться, сказав Янка Купала. Это наш національний лозунг. Тільки тоді, коли ми усвідомимо себе, як люди, в яких є свій гонор і своя годність, тільки тоді ми переможемо. Я ще раз віншую вас з великим нашим національним святом. Щастя вам і добробуту. Дякую за увагу. Люди, які стояли у високу, з этого великого форума, скликали белорусских творения, ответили от незалежности Белорусской Народной Республики. Теперешняя влада смертает, что быстро в этом свято. И зараз сформироваться более лет считается так само уходит участие в белорусских форумах. Сегодня каждый из вас, независимо от того, какой деятельностью он занимается, независимо от того, сознательно с собой стоит. Не знаю, там эти Нельзя же все в стране, все пропадают математичної олімпіади республіканської. От міністерства нічого не потребувалося. Усі гроші ми могли знайти самі. І від них тільки потребувався дозвол. Не дозволили. Навіть математики на білоруській мові бояться. Говорять, нібито не прийдуть діти. Ми провели таку олімпіаду в Могилеві на обласному рівні вже 2 рази. Діти приходять, діти ведають мову, діти хочуть на її виконувати навіть математичні завдання. Хочуть, але от у Могилеві дозволили, а у Менську не дозволили. У нас у Беларусі не існує до гэту ні одної вищої навчальної установи білоруськомовної. І товариство білоруської мови змагається за те, щоб перший такий університет білоруськомовний був відкритий. Уже зібрано по Білорусі коли 15 тисяч підписів за те, щоб він працював. До речі, збір підписів протягується. Той, хто хоче поставити цей підпис, потім підійде до мене, поставить підпис за те, щоб на Білорусі існував білоруськомовний університет. Перший такий. У Могилеві нам не дають можливості відкрити один тільки білоруськомовний клас. Діти є, наставники є. Треба знайти тільки помешкання. Не знаходиться. Ми говоримо, добре, ми самі зносимо помешкання. Дайте тільки дозвол. Не дають дозвол. Не дають. Преступники! Справді, як можна назвати тих людей, які не дають людям говорити народною мовою? Я думаю, что лёс нашей мовы, лёс нашей краины хутко зменится. Зменится, когда мы... Что вы детей собрали? Где милиция? Им дайте все руки. Слово для выступления представляется представнику молодого фронта Дьячкова леса. Милиция, проводите, пожалуйста, сюда. Шановні супротивники міліції, нагадую, що ви повинні ховати не без дозволу. Ніяких естественно нема. Шановні супротивники міліції, ще раз нагадую, що не дозволені. Знаете, где спекулировать? Коли б не було Білоруської Народної Республіки, об'єктної в 18 році, то не було, я нагадаю, на цій бабусі, і БССР. Така була форма. Слово представляется Сергею Кам'яну, это керівник Свободного профсоюзу приватних предпринимателей Могилева.